Всем привет! В середине августа радио Азатык взорвал информационную бомбу. 19 тонн золота в 2021 году было продано неизвестно куда. Мы проверили, и вот результаты. Так что же случилось? Куда продали золото? Итак, поехали. Почему клиенты тайно? Кыргызстан экспортировал 19 тонн золота в неопределенную страну. Так звучит заголовок Азатыка. В прошлом году из Кыргызстана, оказывается, вывезли 19 тонн золота на более чем 1 миллиардов долларов. А данные засекретили. 4 тонны золота были экспортированы в Великобританию, 1 тонна в Швейцарию. Мелкими партиями продукцию поставляли также в Россию, Китай, Италию и Турцию. Но основная часть, 19,2 тонны, на сумму 1,1 миллиардов долларов, экспортирована в неопределенную страну. На этот вопрос ответил даже Садыр Джапаров. В интервью государственному агентству Хабар президент сказал, что скрывают власти информацию для безопасности. Для безопасности? Я хочу объяснить братишкам, которые ни в чем не разбираясь кричат: 19-21 тонну золота спрятали. Пусть знают и впредь, им самим же будет лучше. При загрузке и вывозе золота за рубеж все происходит секретно. В какую страну, когда, на каком самолете, все это конфиденциально. Это делается не для сокрытия от народа, а для обеспечения безопасности. Просто нам всем нужно понимать, что президент и глава Нацбанка – наши наемные работники. Как говорится, доверяй, но проверяй. Чем мы, команда Тимиров Лайф и ITDC, и занимаемся. Контролируем власти, чтобы они не врали и не воровали. И каждый из вас может внести свой весомый вклад. Зайти по ссылке в описании и делать ежемесячные взносы. По возможностям. $3 в месяц, 7, 10, 50, 100. Вместе мы сможем выстроить такой жесткий контроль, что власти не смогут, даже если захотят, своровать или обмануть нас. Продолжим. Видимо, президент и Национальный банк забыли предупредить Швейцарию о мерах безопасности. Пользователи Твиттера заметили необычайно высокий товарооборот со Швейцарией. Он составил 1 миллиард 200 миллионов долларов. Садыр секретничает, куда продали золото в 2021 году. Типа это опасно разглашать. А вот открытая статистика Швейцарии по импорту. Интересно, что мы экспортировали? Машины или технологии? Сайт TradeMap показывает, что Швейцария действительно импортировала из Кыргызстана золото. Купили за 1 миллиард 194 миллиона 881 тысячу долларов. Мы даже можем сравнить данные Кыргызстана и Швейцарии. Азатык пишет, что мы экспортировали золото 19,2 тонны в неизвестную страну и еще 1,1 тонны в Швейцарию. В сумме 20,3 тонны. А Швейцария дает другие данные, что импортировано ровно 21 тонну золота. Мы видим, что импорт Швейцария зафиксировала в апреле. В апреле резко сократилось золото в золотовалютном резерве страны. Примечательно, что это было до того, как государство забрало месторождение Кумтор. На вопрос, куда потратили деньги от продажи 19 тонн золота, Нацбанк ответил, они якобы потратили 735 миллионов на поддержание курса СОМа и оплатили 200 миллионов долларов внешнего долга. Делаем выводы. Действительно, в апреле 2021 года Национальным банком было продано более 20 тонн золота. Куда продали, власти скрыли, якобы ради безопасности. Но Швейцарии пофиг на безопасность властей Кыргызстана, и они все отразили в отчетах. Можно увидеть даже месячный оборот. Так вот, золото в Швейцарии. Этот небольшой факт-чек показывает, что жгучее желание властей скрыть информацию от собственного же населения, наоборот, порождает слухи и домыслы. На этом все. До новых встреч.